количество паукообразных хакеров, стремящихся заполучить в своей сети какую-нибудь неискушенную, наивную душу юзера. Тут как с домашними животными. Если завели себе дома интернет, имейте в виду, это большая ответственность. Вы когда-нибудь видели такое сообщение на экране? Миллионам жителей в России и в мире оно знакомо. Это вирус. Он атакует внезапно, неожиданно блокирует компьютер и сообщает вам следующее. Ваш компьютер заблокирован за просмотр, копирование и тиражирование видеоматериалов, содержащих элементы чего-то там нехорошего. Для снятия блокировки вам необходимо оплатить штраф в размере 400 рублей на номер такой-то. Номера телефонов и размеры штрафов бывают разными. В среднем 100 евро, несколько тысяч рублей. А далее. В противном случае, через 12 часов все данные будут безвозвратно удалены с вашего персонального компьютера, а дело передано для разбирательства в управление МВД. Страшно? 3% из тех, кому это пришло, было страшно. Они заплатили. Общий ущерб – миллионы евро. Это все стало известно в конце этой недели, после того, как эти мошенники были пойманы в Испании. И среди них оказалось, кстати, 6 россиян. Нет никакой гарантии, что завтра мы не станем жертвой очередной атаки, которая будет более смертоносной. Наша страна, между прочим, стабильно занимает ведущее место в тройке по так называемым киберпреступлениям. В прошлом году их стало больше на треть, а тех, что связаны с отъемом денег у населения, и того больше. Если годом ранее выявили 2100 таких преступлений, то сейчас их уже почти 3700. Это виды мошенничества, обратите внимание. Что же может измениться от того, что мы посадим одну банду мошенников? Ровным счетом ничего. Останутся еще 3699 видов виртуального грабежа. И если бы только грабежа. Вирусы способны на большее. Об этом Эльзира Юзаева. Каждому пользователю интернета, вне зависимости от его активности, хоть раз в жизни приходило вот такое сообщение о том, что фортуна наконец-то улыбнулась именно вам. И именно вы стали счастливым обладателем этого виртуального подарка судьбы. Это обычный вирус. Как говорят программисты, баннер-вымогатель. Ничего хорошего от него не ждите. Если клюнули, то как минимум придется потратить время и деньги на починку зараженного компьютера. Как максимум есть вероятность лишиться всего. И денег, и компьютера в придачу. Представьте себе, что вот он заразит 100 тысяч компьютеров. Из них 10 тысяч решат послать ему по 300 рублей. 10 тысяч умножьте на 300. Баннер-вымогатель, конечно, не самый замысловатый и вредоносный компьютерный вирус. В этой мастерской с такими, как он, расправляются в 2 счета. В крайнем случае, самых стойких из них можно удалить, переустановив операционную систему компьютера. Сложность в другом. Ежедневно в интернет-пространстве появляются десятки новых вирусов. Они плодятся, мутируют, мимикрируют, но пока не обладают искусственным разумом. За каждым из них стоит человек. Таинственный до поры до времени. Я видел на сайте Путина вопрос от анонимного пользователя. А слабо тебе, Вова? Напрямую ответь мне на мой вопрос. И через день на этом же сайте появилось сообщение. Уважаемый там такой-то, такой-то, проживающий в городе таком-то по такому-то адресу, IP-адрес такой-то, нет, не слабо. Сейчас просто легальные хакеры и защитники, защита информации получают денег сопоставимо с тем, что могут заплатить на нелегальном бизнесе, и смысла в этом такого нет. Зачем рисковать, если можно получить такие же деньги только легальным путем? Андрей Бочкарев, как говорится, продвинутый программист. Таким, как он, вполне по силам создать вредоносную программу, с помощью которой, например, можно выудить информацию с любого компьютера. Хакер – определение, которое подходит и ему тоже. Вот только не каждый хакер настроен на разрушение. Хакер способен еще и созидать. Кредо Андрея – не навреди. Его задача – повысить иммунитет пользователя. Официально хакеры, то есть их называют еще белые хакеры, взламывают, то есть по договору, какую-то систему и потом рассказывают владельцам этой системы, как они сделали, какие у них ошибки и что нужно устранить. Да. Это все равно, что вор придет к вашей двери, такой легальный вор, покажет, как он скрывает ваш замок, покажет, как он находит вашу заначку и уходит и говорит: вот здесь деньги не храните, такой замок не ставьте, все такое. К нам информация просто так не попадает, и просто так она от нас не уходит. И поэтому нас не так-то просто сломать и взломать, и получить информацию от нас.
Сергей – руководитель отдела по информационной безопасности в своей компании. В его подчинении несколько человек, которым, по мнению Сергея, фирма доверила самое ценное – охрану информации. Обороты нашей компании, стоимость наших продуктов розничная и тому подобное. Либо это список наших партнеров, клиентов, вот. Либо же это личные данные наших сотрудников, переписка, опять же. Вот. Ну и вплоть до воздействия на нашу локальную сеть таким образом, что может повлечь остановку. Вирусные атаки здесь регистрируют едва ли не ежечасно. Броня, то бишь системы защиты, пока справляется. Но эта война – кибервойна. И кто выиграет гонку вооружений, еще неизвестно. Сегодня компьютерные технологии так стремительно развиваются, что мы зачастую даже не в состоянии уследить за всеми этими изменениями. Но мир изменился и давно, и он весьма уязвим перед этой невидимой напастью. Конечно же, о вирусах мы хоть немного, но знаем. К примеру, мы знаем, что вирус способен перевести наши деньги с одного банковского счета на другой, причем нам совсем неизвестный. Но вирусы способны на большее. К примеру, они могут завести ваш автомобиль без вашего ведома и даже остановить мотор летящего авиалайнера. Этот вирус получил название Flame с английского «пламя». Один из самых неуловимых и опасных вирусов. В 2012 году взбудоражил Ближний Восток, поразив компьютерную систему правительства Ирана и других стран. Вирус, кстати, обнаружили специалисты из России, которые смогли отследить траекторию его перемещения. Flame также был замечен в Венгрии, России, в Австрии и в Гонконге. Этот вирус не гонится за большими деньгами. Ему нужно нечто большее – мировое господство. И это уже не игрушки. Злоумышленник извне может получить удаленную командную строчку, удаленный shell, как говорят, да, и творить в этой системе все, что угодно. Он фактически становится богом. Естественно, для России с точки зрения национальной безопасности есть большая необходимость отражать и какие-то внешние атаки. Очень часто, кстати, говорят, что вот подобные атаки в средствах массовой информации идут из Китая, подобные атаки. Китайцы считаются очень мощными хакерами. Для каждого рынка, даже не каждой страны, каждого региона пишутся специальные вирусы, то есть злоумышленники пишут, то есть они понимают, что если мы затронули там Татарстан, здесь очень много нефтяных компаний, там, газовых компаний, то, конечно же, те зловреды, они именно направлены на это. Здесь какие выходы видятся? Переход на собственное программное обеспечение, процесс разработки которого можно подставить под полный контроль. Вот. Ведь, вообще говоря, когда мы используем буржуйское программное обеспечение зарубежных производителей, совершенно непонятно, что туда можно прошить недекларированно. И мы можем даже об этом не знать. Да? И мы можем даже об этом не знать. Выходит, что самое безопасное на сегодняшний день – это свобода от всякого прогресса. То есть нет компьютера – нет проблем. А как же государственные услуги? Так или иначе, но данные о каждом из нас существуют и в электронном виде. А значит, теоретически они могут оказаться в чужих руках. Или не могут? Но мы можем быть уверены в электронном правительстве, о том, что наши данные никуда не пропадут? На все 100%. В этом вопросе, похоже, можно довериться государству. А вот верить еще кому бы то ни было специалисты не рекомендуют. Так или иначе, нам всем, чтобы выжить в этом киберпространстве, нужно главное – учиться, учиться и еще раз учиться. Вирусов бояться не следует. То есть, соблюдая элементарные правила с точки зрения информационной безопасности, мы можем вполне нормально от них защищаться. Культура, она есть везде. Культура в общении, даже ехал сюда, культура вождений. Конечно же, уже есть и термин «культура поведения в интернете». Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Ну а пока нам далеко еще до культурной революции в интернете. Как